Сороковые. Фашистская Германия. Врачи выполняют госпрограмму по умерщвлению душевнобольных детей, а это публикация о преступлениях современных нацистов. Интернет облетела новость о массовом убийстве в иракском Мосуле. Боевики террористической группировки ИГИЛ казнили 38 детей, страдающих синдромом Дауна. Этим молодым людям повезло. Поездка в Сирию, как правило, дорога в один конец. Только оказавшись на месте, жертвы интернет-пропаганды понимают, с чем они столкнулись. В этом году пресечены попытки выезда в зону боев более 100 граждан России. Установлены личности около 3000 подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций. Одновременно правоохранители активизировали работу по защите Рунета от распространения экстремистских материалов. Suicide دعوة أن تعالج أنت ودوز نضيع تين حسمنا أنا سرازو قيش سماشين شوفها إن دايجر بوجش شيء حسمنا مش شوش شيء ثاني هون سوي تشيلشة أربو محتوى ويورتر هم داتر قام يعمل دويش داتر. Ливан, Турция, Франция, США. Совершая кровавые преступления, террористы пытаются заявить о себе по всему миру. При этом свои зверства они сопровождают религиозной риторикой, а это оскорбляет каждого мусульманина, в какой бы стране он ни жил, говорит муфти Чечни. По словам алимов, главный козырь вербовщиков – низкий уровень религиозных знаний у молодежи. Отсюда вывод – с террористами нужно бороться не только оружием, но и словом. Для достижения цели волжена. Средство есть, цель я отвечаю. Что и что Операция российских воздушно-космических сил заметно ослабила террористическую организацию ИГИЛ. Возможно, что скоро это заметят и другие государства. Тогда это позволит объединиться в широкую коалицию против террористов и нанести решающий удар. Зураб Центроев, Хамзат Аюбов и Ибрагим Налаев. Новости.